Таджики есть и в Голливуде. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как дизайнер-самоучка из Таджикистана стал создателем персонажей для Marvel, Lucasfilm и Спилберга. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Всем привет, меня зовут Джама, и я работаю синьор-концепт-художником. 20 лет назад Джама Джурабаев ночевал в картонных коробках на полу турецкого интернет-клуба, где работал администратором. Сегодня он один из самых востребованных концепт-дизайнеров мира, который создает облик персонажей для вселенных Марвел и Джорджа Лукаса. А среди его постоянных заказчиков Стивен Спилберг. Самое главное преимущество — это того, что концепт-художники не просто создают какие-то картинки, они создают целые миры. То есть Мой сын, который живет в Таджикистане, рассказывает друзьям в школе, что Аладдина из нового фильма нарисовал его папа, но потом жалуется мне, говорит, что ему никто не верит, рассказывает Джама. Джурабаев также попал в Forbes. Вообще мало кто верит, что простой парень из Таджикистана может придумывать образы для Голливуда, но он это делает. История Джурабаева сама похожа на сценарий голливудского фильма. Он бежал от последствий гражданской войны в родном Таджикистане, страдал от нужды в Турции, вернулся домой, где начал карьеру графического дизайнера, а потом внезапно получил письмо от Microsoft. Дальше события развивались стремительно. Предложение от нескольких топовых анимационных студий в Лондоне, переезд в Англию, работа на Гая Ричи и Стивена Спилберга, от которого Джама лично получал похвалы за свое творчество. Джурабаев не скрывает, что парню из Душанбе было сложно пробиться на мировом анимационном рынке. С другим гражданством, без профильного образования и с большой неуверенностью в себе я стартовал как бы на 10 метров позади всех. Я просто очень много работал, сокращал пару метров отставания и снова работал. Сейчас Джурабаев работает в статусе фрилансера, продолжает получать заказы от голливудских режиссеров, а также проводит мастер-классы по концепт-дизайну в кино. Все это может приносить ему до 800 тысяч долларов дохода в год. Такую цифру называет источник на рынке и подтверждает эксперт Forbes. Как вам такие достижения простого таджика, который родился в Таджикистане? Не где-то там за границей имел хороший старт, а в Таджикистане. И даже не имел профильного образования. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Джама Джурабаев родился в 1980 году в Душанбе. Семья была творческой. Отец – танцовщик классического балета, а затем балетмейстер в главном музыкальном театре страны – Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни, мать – художник по свету в местном кукольном театре. Детство Джурабаева пришлось на развал Советского Союза. Тогда профессии его родителей стали невостребованными, им сократили зарплаты, участились задержки выплат. Мама в какой-то момент трудилась одновременно на 3 работах, вспоминает Джурабаев. Его старт, можно сказать, начался весной 2011 года, когда ему на почту пришло письмо от Microsoft. До этого у него был тяжелый путь от обычного хобби в превращение профессии всей жизни. Обычно люди думают, что это спам и даже не открывают такие письма. Так сделал и я. А когда спустя пару дней все же открыл его, то увидел, что это письмо от самого HR-специалиста компании Microsoft, со смехом вспоминает Джурабаев. Microsoft тогда запускал новый проект – игру-шутер, жанр компьютерных игр, основанных на сражениях. Halo 4. Компания приглашала Джурабаева на концепт художника в дочерний проект «Разработчик» и предлагала зарплату, на минуточку, в 90 тысяч долларов в год. Для меня это письмо было как свет в конце туннеля. Я подумал, о, наконец-то это случилось, меня заметили. До этого он работал рекламщиком, снимал и проектировал рекламы каких-то средних, не совсем известных брендов, но его заметили. Но из-за лимита на наем иностранных сотрудников, который действует в США, компания могла принять Джурабаева только в следующем году. Но летом 2012 года рекламная компания MPC наконец предложила ему постоянную работу в рекламном подразделении и с почти такой же зарплатой, запредельно высокой по меркам Таджикистана – 330 долларов в день. А в Microsoft Джурабаев в итоге не поехал. Среди клиентов, с которыми он стал работать, были в основном производители автомобилей и техники – BMW, Lexus, Samsung, Mercedes-Benz. Иногда, когда отделу кинопродакшена не хватало рук, о помощи просили рекламную команду. Так Джурабаев впервые поработал над фильмами «Люди Икс», «Дни минувшего будущего», придумывал образы роботов и «Стражи Галактики», разрабатывал концепты оружия для персонажей. Но до мечты увидеть свое имя в титрах было еще далеко. В 2014 году через знакомых о нем узнала компания Framestore, создатель визуальных эффектов для фильмов «Гарри Поттер», «Фантастические твари и где они обитают», «Кингсмен», «Человек-паук», «Тор», «Рагнарёк» и многих других. Эта компания предложила ему работу в киноотделе, о которой он так долго мечтал.
За 2 года в этой компании Джурабаев успел поработать с фильмами «Мстители. Эра Альтрона», «Мир юрского периода», «Фантастические твари, где они обитают», «Конг. Остров черепа», «Гешторм», а также над фильмами Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться». А кому сейчас легко? Вот. Поэтому, ребят, всем вам удачи. В 2016 году Джурабаев снова сменил работу и перешел в компанию ILM. «Мне предложили зарплату на 10 тысяч фунтов выше, да и команда там была сильнее», поясняет он. На новом месте Джама работал над главными героями Аладдина и динозаврами мира юрского периода 2. В 2018 году он смог выйти на сторонний заработок, и он тогда уже превысил дизайнерскую зарплату Джамы в ILM, и он решил уйти в свободное плавание. Заказами как фрилансеру к нему продолжили обращаться крупные компании. Недавно, например, он работал над игровым телесериалом «Звездные войны», занимается проектами для Netflix и Apple. Но молодой человек уже сейчас может работать на себя и не браться за любую работу, которую ему предложат, а выбирать. И его уже ценят не просто как сотрудника, а как профессионала своего дела, которому прислушиваются, ценят и уважают. Его имя достаточно известное в Голливуде. Но к обычному обывателю имена таких людей чаще всего не доходят, и мы о них не знаем. Но насколько это круто, что обычный таджик работал над всеми этими прекрасными фильмами. Если ты идешь в ногу с трендами и немножко смотришь вперед, то можно стать достаточно успешным человеком. На этом у нас все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!